Сегодня мы говорим о том, что Башкортостан – один из лидеров среди регионов России по развитию пригородного ЖД-транспорта. И многие уже оценили достоинство этого способа передвижения, потому что экономит время, как известно, невосполнимый ресурс. О железных путях республики поговорим сегодня в интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии Антон Гармаш, руководитель Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Антон Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, во-первых, давайте мы расскажем. Вы присутствуете у нас как руководитель Башкортостанской пригородной пассажирской компании. За что отвечает именно ваша компания, ваше предприятие? Башкортостанская пригородная пассажирская компания является дочерним независимым обществом холдинга ООО «РЖД». Наша компания уже на протяжении 15 лет осуществляет перевозочную деятельность на территории аж 6 субъектов Российской Федерации, в том числе и Башкортостана. В этом году наша компания исполняется 15 лет. Если несколько говорить о цифрах, то по Республике Башкортостан за эти 15 лет мы перевезли более 50 миллионов пассажиров. В том числе не стал исключением и рекордный очередной 2024 год, по результатам которого по Республике Башкортостан нашими услугами воспользовалось рекордное за всю историю количество пассажиров в размере 5,4 миллиона пассажиров. Много или это мало? Это плюс 1 миллион к уровню прошлого года. Кратный прирост 23%. Здесь мы хотели бы и сказать о том, что да, действительно, пригородный железнодорожный транспорт в рамках реализации стратегии, утвержденной на уровне Российской Федерации и реализуемой здесь в республике, дает свои результаты. И как говорит руководитель нашей республики Раиль Фаридович Хабиров, о том, что люди проголосовали ногами. Вот вы говорите о таком кратном увеличении именно пассажиропотока. Означает ли это? Ну, наверняка означает о том, что вы, учитывая интересы пассажиров, да, когда вы формируете, когда вы обновляете, когда вы идете, учитываются интересы? Роза, вы все правильно говорите. Очень важным моментом является получение обратной связи от наших действующих клиентов, пассажиров, так и потенциальных. Компания реализован системный подход к получению обратной связи. Здесь мы четко получаем и четко своевременно реагируем на те предложения, замечания, которые приходят от наших клиентов, как действующих, так и новых. Компания ежеквартально проводится аудит, сбор мнений более чем с 500 пассажиров с разных направлений, более чем по 20 параметров, которые анализируют и получаем обратную связь. Что-то мы сразу можем подправить, реализовать, что-то для этого нужно время. Но в любом случае мы говорим о том, что индекс удовлетворенности, который фиксируется компанией ежеквартально, из года в год растет. За последние 5 лет удалось обновить именно состав. Это практически 70% подвижного состава. Это значит, что и средний возраст. Я вот, например, не знала такого понятия, что, оказывается, он тоже есть. И у поездов есть возраст. И он снизился с 16 лет до 6. Правильно? Совершенно верно. За счет чего удалось все это сделать? Когда еще в 2020 году, хочу сказать следующее, что до 2020 года более 10 лет обновления подвижного состава пригородных поездов в республике не осуществлялось от слова совсем. Использовали старый подвижной состав, который уже морально устарел или не отвечает тем современным требованиям наших любимых пассажиров. Правительством Республики Башкортостан и лично Раилем Фаридовичем была поставлена задача в 2020 году улучшить условия и комфорт для жителей и гостей республики, приезжающих сюда к нам в гости и осуществляющих ежедневное передвижение на работу, на учебу. Компания, безусловно, приступила к реализации данного проекта и взаимодействуя с холдингом РЖД, с заводами-изготовителями, поэтапно довела данный показатель обновления подвижного состава до 70%, заменив 88 единиц подвижного состава. Что это за подвижной состав? Это самый современный в Российской Федерации подвижной состав типа «Орлан». Это рельсовые автобусы, которые используют на электрифицированных участках пути. Где это? Это у нас, например, сообщение Уфа, Стерлитамак, Кумертау, Оренбург. Это современные электропоезда «Ласточка» и «Финист». Буквально в 2024 году один из 3 регионов, именно Башкортостан, который в первых числах получил соответствующий этот новый подвижной состав «Финист». Это отечественное производство. Электропоезда самые современные, отвечающие всем современным требованиям наших пассажиров. Данные электропоезда, их у нас уже 8 штук, 40 вагонов, используются на самых популярных направлениях. А именно, здесь мы говорим про черту Уфимской городской агломерации. И второе, безусловно, это востребованное, крайне туристическое направление Айгир, Уфа-Айгир. Мы понимаем о том, что мы только по итогам 2024 года перевезли в 1,5 раза больше, а это 76 тысяч пассажиров посетило
потеряла туристическую локацию. О чем это говорит? О том, что именно удобный график, новый современный подвижной состав, оснащенный всем необходимым. А что туда входит? Это эргономические сиденья, это индивидуальные столики, это Wi-Fi, это USB-розетки под каждым сиденьем, это система кондиционирования, обеззараживания воздуха. Оно позволяет действительно с комфортом осуществлять эту поездку. Ну и еще одно понятие, которое вы подчеркнули в своем докладе, это именно организация тактового движения. Что вот понятие немного незнакомое, я думаю, для зрителей. Давайте расскажем о нем и как его удалось организовать. Действительно, это сложный процесс, требующий длительной проработки, учитывая, что железнодорожная инфраструктура, железнодорожные пути одни, да, и по ним курсируют как грузовые, пассажирские, так и пригородные поезда, а принимая во внимание, что Уфа и Башкортостан находятся на одном из главных путей Транссибирской магистрали с интенсивным движением, перед нами была поставлена задача, вызов, да, в рамках закрытия Шакшинского моста обеспечить возможность с минимальным ожиданием поездов осуществить перевозку на участке Дема-Шакша. Мы этот вызов приняли здесь и, безусловно, мы его реализовали. Что удалось нам сделать? Мы увеличили размеры движения практически в 2 раза на данном участке, доведя этот показатель до 52 поездов ежесуточно. Что это позволило? Раньше наши пассажиры ожидали от 1,5 до 2 часов с пригородные поезда для того, чтобы совершить поездки. Ну, требования, как вы сказали, самый главный ресурс – это время. И это время должно пройти минимальным, да, с максимальным комфортом, максимальной безопасностью. Таким образом, мы сформировали в пиковые часы с 6:30 до 9 утра и также вечерний выезд и движение пригородных поездов в эти направления каждые полчаса. Таким образом, обеспечив потребность жителей, да, в быстрых, безопасных, комфортных перевозках. Будет ли организовано вот такое движение по другим направлениям? Ведется ли в этом направлении работа? Да, действительно, мы видим о том, что реализация данного проекта, а именно замена подвижного состава, удобный график тактового движения, позволила нашим жителям, да, быстро и комфортно осуществлять поездку. Это подтверждается цифрами. В черте Уфимской городской агломерации мы установили, опять же, очередной рекорд, перевезя 2 миллиона 800 тысяч пассажиров. Это 700 тысяч пассажиров новых, кто к нам пришел. Это результат, как раз мы говорим, замены подвижного состава, удобства графика и тактовости движения. Задача, поставленная на среднесрочную перспективу, а именно 25-26 год, приступить к проработке и другой стороны, от стороны Уфы в сторону Чешмов, для того, чтобы эту агломерацию замкнуть в единое кольцо и сделать ее на участке Чешмы-Иглино, соответственно, где сконцентрирован весь основной, в принципе, пассажиропоток. Задача такая стоит, она будет выполнена. Мы привыкли уже в черте города к умным остановкам. Есть ли такой вот процесс именно в пригородном движении? Развитие цифровых сервисов и услуг идет непрерывными темпами в компании. В первую очередь мы реализовали и обеспечили возможность покупки проездных документов посредством мобильных приложений и различных цифровых сервисов. Да. У нас действует также Алга, и здесь хотел бы сказать о том, что спрос с использованием транспортных карт Алга, он вырос также в 2 раза по сравнению с прошлого года. У нас более 500 000 человек воспользовалось данной картой в пригородных поездах. Здесь мы говорим о цифровых сервисах, удобных через покупку проездных документов, через мобильные приложения. Когда ты тратишь буквально 1 минуту, у тебя билет уже, в принципе, в кармане. Это использование как и действующих мобильных приложений РЖД пассажирам, так и через Telegram и чат-бот ты можешь спокойно за 1 минуту приобрести проездной документ. В дальнейшем компания рассматривает установку именно зарежимленной зоны в виде турникетной системы и установки системы Unloop, которая позволяет без дистанционно, сразу со списанием с телефона, когда ты проходишь турникет, сразу приобретать проездной документ, сделав наш путь нашего пассажира более удобным и безопасным. Антон Викторович, вы рассказали о среднесрочных перспективах, а если вот посмотреть на более глобально, может быть, на этот вопрос развития движения именно пригородной пассажирской компании, какие есть перспективы, какие задачи ставить, ну, вот если совсем глобально рассуждать? Правительством республики и Ради Фаритовичем поставлена действительно амбициозная цель в виде результата 20% ежегодного прироста создать действительно уникальный проект «Транспортный хаб», самый мощный в Приволжском федеральном округе.
удачное географическое расположение Уфы и Башкортостана относительно городов-миллионников, которые находятся рядом, это Оренбург, это Челябинск, это Самара, это Магнитогорск, позволяет нам рассматривать и сформировать именно такую транспортную маршрутную сеть, которая бы позволила стянуть все транспортные потоки непосредственно здесь в Уфу. На транспортной части у Ради Фаритовича был представлен проект стратегии данной программы, которая была поддержана, которая будет впитана в соответствующие региональные нормативные документы. Важным элементом является следующее, о том, что развивая пригородный железнодорожный транспорт, развиваются и другие виды транспорта, а именно аэропорт Уфа. Как мы фиксируем о том, что большинство пассажиров, выбирая между вылетом из соседних регионов, того же Оренбурга, делают предпочтение в сторону Уфы, аэропорта Уфа. Таким образом, стягивая сюда и обеспечивая безопасными, гарантированным, с четким графиком движения пригородных поездов, жители соседних регионов осуществляют вылеты в зарубеж, и в Москву, в Санкт-Петербург, в другие города именно через Уфу. Важным элементом является составляющая поддержка и сотрудничество с Башавтотрансом, который синхронизирует наши графики движения с движением своих автобусов. Таким образом, пассажир, тот же житель Оренбурга, приезжая, садясь на Орлан, безопасно, с комфортом, приезжая в четкое время в Уфу, пересаживается в автобус, как Башавтотранс, который их везет в аэропорт Уфа. Вот она, синергия, вот она, мультимодальность, которая дает свой результат и говорит о том, что на правильном пути. Ну вот на самом деле это, конечно, очень идеальную картину вы нарисовали. Что нужно для того, чтобы ее достигнуть? Результаты, время, специалисты, которые будут ежедневно работать над данным проектом, ну и позиции, поддержка, безусловно, органов власти, учитывая, принимая во внимание, что именно организаторами и заказчиками того или иного вида транспорта, той маршрутной сети являются субъекты Российской Федерации. А мы здесь им и поможем. Антон Викторович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о достоинствах пригородного ЖД-транспорта и о том, какие перспективы нас ожидают. Спасибо. Спасибо, Роза, вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.